В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Российский «Газпром» может стать ведущим экспортером газа в Китай к 2035 году. Глава правления компании Алексей Миллер принял участие в переговорах президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в рамках экономического форума «Один пояс, один путь». Комментируя итоги этой встречи, Миллер заявил, что российский газ начнет поступать в Китай по газопроводу «Сила Сибири» уже в этом году, с 1 декабря. За последующие 30 лет планируется поставить более 1 триллиона кубометров голубого топлива. Договор о поставках российского газа в КНР уже по восточному маршруту стороны подписали еще в мае 2014 года. Китайская компания China Forestry Group Corporation рассматривает возможность строительства на Дальнем Востоке лесоперерабатывающего производства для поставок продукции в КНР. В рамках проекта планируется применение новейших технологий с участием международных партнеров, имеющих опыт в комплексной реализации инвестиционных проектов на территории России и сбыту продукции на перспективных зарубежных рынках. Проект предполагает ежегодную переработку более 3 миллионов кубометров низкосортной древесины и древесных отходов с дальнейшим экспортом готовой продукции в КНР. Для запуска проекта предполагается участие частных инвесторов с привлечением заемного финансирования от финансовых институтов и банков КНР и России. Прямой ущерб от лесных пожаров в Якутии в прошлом году оценили в свыше 1 миллиарда рублей. В 2018 году в республике зарегистрирован 641 природный пожар на площади почти 3,5 миллионов гектаров. Отмечено, что в 2017 году ущерб от лесных пожаров составил 50 миллионов рублей. В Западной Якутии предлагается реализовать 63 инвестпроекта. Из этого количества 2 проекта посвящены сфере IT. 2 проекта посвящены лесопромышленному комплексу, сельское хозяйство охватили 10 проектов, туризму 1, строительному комплексу 13, агропромышленному комплексу и пищевой промышленности 6 проектов, в социальной сфере 12, ЖКХ и энергетики 5, перерабатывающей промышленности 4 и производству 8. Ожидается, что к работе по реализации инвестпроектов привлекут специалистов из районов республики. Выплата пенсии в Якутии будет организована с некоторыми изменениями в связи с майскими праздниками. Пенсионерам, получающим пенсии по графику до 9 числа месяца, все выплаты по линии Пенсионного фонда России будут осуществлены согласно режиму работы почтовых отделений. При этом во всех населенных пунктах республики пенсии и иные социальные выплаты за 9 мая отделениями почтовой связи будут выплачены досрочно с 6 по 8 число. Получателям через кредитные организации зачисление на счета пенсии и иных социальных выплат будет произведено в обычные сроки. Эксперты назвали самое выгодное мясо для майского шашлыка. По данным аналитиков торговой платформы «Агро-24», с начала нынешнего года отмечено снижение розничной цены на куриное мясо на 5–10%. Сейчас его можно купить за 240–360 рублей за килограмм. При этом тушка курицы обойдется еще дешевле – 117 рублей. Свинина ведет себя пока нестабильно, она подешевела в большинстве магазинов в феврале, но подскочила в цене весной. Сейчас купить свиное мясо можно в среднем за 417 рублей за килограмм. Говядина, по данным «Агро-24», стоит в среднем 790 рублей за килограмм. Это мясо в феврале и марте дорожало, в апреле начало дешеветь. Сейчас говядина дешевле, чем в январе, на 2,4%. Больше всего подорожала баранина на 10% с начала года. По данным Росстата, средняя цена килограмма этого мяса – 400 рублей. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.